Всего доброе утро. Уже 11 час. Сегодня утром замерз я вообще прям. Температура в минус, видимо, ушла. Да, я смотрю вот по этой второстепенке, по G312 вообще никто не едет уже. Один трактор проехал, видимо, уже совсем худо. Дорога, видимо, плохая, все вон по хайвею едут. Видимо, надо и мне тоже на хайвей соскакивать. Вот пока собирался тут, думал, и все-таки я решил поехать вон туда. Там вот толл-гейт есть, заезд на хайвей. Сейчас подъеду туда, посмотрю, что к чему вообще. Если поток там нормальный, заезжаю, попробую постопить до Хами. Сейчас туда поеду, просто по этой дороге, вот она ближе чуть, чем хайвей, по ней вообще никто не ездит. Дорога убитая там просто. Я сомневаюсь, что она где-то там лучше станет. Вот здесь G312 заканчивается фактически. Вот здесь хорошая еще идет дорога. А тут все уже одна колея идет. Одна полоса. Убитая. И никто по ней не едет уже. Вот тут хорошая сейчас. Ну вон мне туда толл-гейт. Вот хайвей. И вот сетка идет. Всему периметру колючая. А вот толл-гейт. Я что-то даже не знаю. Я даже навыки стопа уже потерял. Как это делается, еще что. Останавливать. Я сейчас буду преступление века делать. Сейчас момент поймать, проехать. Все, сейчас на хайвей будет, если меня не завернут раньше. Я даже назад не хочу смотреть. Ну что ж, с первым моим китайским хайвеем. Посмотрим, сколько удастся проехать. Или найти какой-нибудь карман и стопить начать, я не знаю. Ну, может, карман будет километров через 100. Next exit 43 километра. Нифига, тут стены какого-то тоже древнего города. Дорогу построили прям по городу. Тут абсолютно никакой защиты им нет. Крепостные стены, вон, крепость была. Тут вообще у тангутов, у тангутских строений никакой защиты нет. Там ни ЮНЕСКО, я ничего не видел, по крайней мере. Вон там еще стены. Да, много-много здесь поселений было. Тут в Китае интересно с рекламой алкоголя. Только что была вывеска типа «Не пей за рулем», и тут же реклама водки здесь, плакат. Сегодня, кстати, ветер немножко попутный, не мешает мне.
по прогнозу так и было, то есть один день попутный ветер, а завтра опять начнется дувать встречный. Вон там сторожевая башня тоже наверху. Только не слез, не посмотреть. Тут тоже как ущелье, можно сказать. Вот с двух сторон горы. Там вот хребет. И Наньшань. Наньшань, кстати, все ниже становится. Скоро я с ним вообще попрощаюсь. Здесь мечеть. Такая архитектура интересная. Вон древние стены тоже. Тоже город-крепость был. Сейчас там теплицы сделали. Да, вот эта дорога, вот хайвей, прям по шелковому пути, видимо, по древней караванной дороге. Прям на ней лежит. Ничего не поменялось. Сейчас караваны, фур идут. Ближайшая столовка показана 82 километра. 14 километров, что только чайку попить, что ли? Я проголодался уже. Тут, кстати, G312 только-только начинают строить. Вон там мосты, переправы строят через канавы. Через пару лет, может, и будет нормально. Может, через 5, может, побольше. Все, сейчас остановлюсь, там паркинг. Чашка чая там нарисована. Но мне бы покушать. Как раз, может, кого-нибудь стопану там на стоянке. Все, сейчас заехал в ресторан здесь. Ресторан. Сейчас покушаю мягтял. Эх, что-то не хочу я стопом ехать. Погода сегодня благоприятная, сейчас чайком заправился, термосок залил. Дорога идет, не хочу никого просить, туда давайте, сюда. Но придется, наверное. Ну вот она, G312, асфальта нет. Вообще проселочная идет. Как по ней ехать? На машине-то понятно, легче. Я по такой дороге буду как караван идти. Очень долго. По 25 километров в день. А здесь вон разницы нет. Нифига себе, что я там вижу. Велосипедиста 2. Велосипедист с велосипедисткой. О.
Здорово! Вон орел у них там. Скульптура орла. Как они там учатся, ездят, да? Oh, where are you from? Здесь? Very good. Давайте, не снимай. Вы куда? Туда едете? Туда? Ю, туда? Туда, да? Бейджинга? Туда? Ю, туда? Или туда? Туда? Хами. 对，新疆。 А, Синьцзян. Я тоже туда. Хами. Молодцы. Thank you. А что, здесь езжайте? Здесь. Здесь вы? Сейчас решают, я им говорю, езжайте здесь. Вон отсюда пройдите, и все. Окей, сюда? Окей, давай. Жду вас. На преступление еще один. Да я шучу, какое тут преступление. Вон там проход есть как раз. Вместе веселее будет ехать. Че мне одному по такой шикарной трассе? Надо делиться. Там кастрюля впереди. Нагруженная, капец. Фу, капец, перетащили их велики, капец, тяжелые вообще. Это сюда положить. Оп, осторожней. Ничего не забыть, главное. Все, сейчас поедем вместе, веселее будет. Табличка. Where are you from? I'm from Guangdong province. Guangdong? Guangzhou city. Гонконг? Guangzhou. А, Гонконг? Guangzhou. Гуанчжоу? Guangzhou. А, and Salt. Гуанчжоу. So got Shenzhen. Синьцзянь? Come from Shenzhen. А, все, понял. Фига, молодцы. Молодцы. Надеюсь, вы только быстро ездите. А может быстрее меня даже. Tonight, eat coffee. I don't know. Okay. I don't know. Oh, maybe. Can. 钳子夹一下，我怕那个东西掉了。
погнали. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Что они как-то непонятно едут. Один быстро едет, другой отстает. Тот, что отстает, он курит. А тот, что не курит, впереди едет. Мораль сей басни такова. Просто опупенно. Петух сломался. На третью переключил. Цепь слетела. Я немножко усилия дал. И перегнул этот переключатель. Теперь точно стопить придется. Но ребята уехали уже. Их догонять не буду. Может, у них петух есть, конечно. Да ладно, пускай едут. Не хочется стопить, но даже велосипед, походу, просит. Все, что не делается и делается, все к лучшему. Ладно. Уж у меня такая башка-то дырявая. Я же хотел переключатель купить, ведь сколько раз в магазин заезжал и все забывал. Фу ты, переключай, да, петух. Этот петух уже старый был, который стоял. Он уже погнутый был. Видимо, там микротрещина уже была. Да, весело. Здесь вообще не варик тормозить. Здесь никто не остановится, все шпарят. Надо на заправках, на паркингах тормозить. Да как сейчас оттуда доковылять? Вот остановились с барашками. Барашки, извините, чуть-чуть потесним вас. Все, едем. Барашки. Не знаю, куда пока. Разберемся. Пацаны стоят. Да, идем. Это Чайнос велосипедос. Они сейчас на велик мы видели. Вот от полосы путешествуют. С барашками. Кстати, с этим с Таньшанем я по сути прощаюсь. Все, уже не видно его. Вон, последние отроги там идут. Теперь у меня впереди дорога к отрогам Тяньшаня, к Хами. Вот, кстати, моя песня любимая китайская. Прям как все по заказу.要做哈密吃的，光听都是哈密的。
他应该可能还要吃完，我觉得。车子坏掉了，那你去还要修车？我就问这玩意儿修车有人说都你给他说一下，那我不知道。你们也不懂。我们那两口破译能信吗？自己都听不懂的。这光问一下看那到雨没修车去呢，还是之前下去呢？给我原上高速去，也不会问。这么难的，哎呦，什么呀？Пристроить хотели меня. Не хотят. Дорожник. 没几个东北人的你说，嗯。我说车子修不修那车子？ Ну-ка. У меня ног. Сломалось. 那跟上。 Все, сейчас в город Юмень заеду. Съехали с трассы. Он пытался с кем-то договориться, чтобы меня на хами там взялись. Но эти что-то походу отнекиваются работники. Меня сажать никуда не хотели. Ну посмотрю, может джант какой-нибудь есть в Юмене. Все, короче, привез меня к мастерам. Говорит, ее нету, говорит. 哎，你们告诉我清车了是不是违章了？这个蛋打，这高速停车了。清车了也不是，这个技术好死了，这学的好死了，不违章。这看他这些没知那个路上我看就。А этот есть? Джант,这个过来到我就站上了。Джант, где-нибудь. Магазин. 听不懂了，说的啥？我跟你说。Непонятно. 车子坏掉了哦。 Сейчас нашел Wi-Fi, сижу, посмотрел в гугле, ничего не нашел. Никакого веломагазина, джанта нет, но он должен быть. Сейчас пойду искать, надо велик починить. И, наверное, сегодня я здесь попробую захоститься где-нибудь. Устал я, надо помыться, в состоянии вообще какое-то коматозное. Ну вот сейчас ищу веломагазин вслепую. Вот иду по главным улицам обычно, да? Но он может быть в любом закоулке. Его можно и не заметить. Там джант, например, или что-нибудь другое. Бывает вообще на таких отшибах они находятся. На Арбате какой-то вышел. Ищу здесь. Все, вот человек нашелся, подсказал, где Giant находится. В общем, туда до перекрестка и направо. Все. Спасибо. Пойду посмотрю. Giant, говорит, Giant. Это отлично. О, мужик не обманул. Вот они, родненькие.这个 Подходит, да? 稍微有点区别，凑合能用，看没有？ Что-то непонятно вообще как-то. 这个东西不好买啊， Как-то 型号特别多。 Как-то он хреново подходит. Непонятно. Вроде бы подходит, но чуть-чуть не заходит.
Тоже, да, чуть-чуть? У. 不行， Мио? 就这个 Вот это? Он. 是凑合着用，将就着用 Угу. 啊，原装的弄不到。 Блин, я даже не знаю. Ну, он не подходит же. GT 是吧？GT 的车 Угу. ，GT 版。 GT. Он как-то криво встает просто. Я даже не знаю. Вот еще одна проблема, блин. Блин, что-то походу он мне сейчас и переключ сломает еще. Не, тут вот этот не подходит, Мио. 对对， Не подходит. Сейчас переключ сломаешь мне еще. И мне придется переключатель покупать. Тут явно видно, он не подходит. Криво стоит переключатель. Ну, короче, говорит, нет у него этого петуха. Не подходит. Лясим трясим. Да, хоть новый велик покупай. Ой, нет сил у меня вообще ничего. Ну вот, все, в общем. Сделал из скоростного велика сингл спид. Обрезал цепь. Теперь у меня одна скорость. Поставил, получается, она у меня на 7 стоит. 2.7 комбинация. И подножку еще приобрел. Без подножки тяжело все-таки это. В поле, тем более в степи. Ладно, собираться сейчас ехать дальше. Вот же еще магазин рядом, XDS, блин. А мне этот мастер, короче, ничего не сказал. Да и не работает он. Ебана в рот. А чё, давно закрылся, что ли? А? Давно закрылся? Ну, не судьба, значит, буду где-то ночлег здесь рядом искать. Завтра посмотрю. Ну, короче, идея сингл спидом не канает. Слетает цепь, на одной не стоит скорости она. Вот Китай мне напоследок, как в прошлый раз, подарочек дает. Мне главное такой рукой не умыться. Короче, это во второй отель заезжаю, тут мест нет, говорит. Я уже на любую, ну не на любую сумму готов, но мне пофиг быстрее. Устал вообще как-то. Еще с великом эти проблемы, блядь. Ёбаный в рот. Ой. Капец, я обгорел как черт. А? Да. Я туда, волосы, Налик. Как черт обгорел, капец, руки грязные, еле отмыл, и то не отмыл. Сейчас заехал, типа Макдональдса какой-то, у них тут эти курочка, не курочка есть, а то я чуть-чуть от китайской еды устал, хочется вот, типа, мяса такого просто поесть. Ой, вообще капец. Наверное, в 5 отелей заехал, везде занято. Либо они увидели мои руки и нафиг, думаю, скажем, что занято. Нам запачкают все постели там. Что ж такое-то? Или на вокзал сейчас поехать посмотреть, сколько билеты стоят на поезд до Хами. Или на автобус вообще. Я не знаю, пока вообще такое состояние. Поесть ничего не хочу думать.
Что будет, то будет. Надумается. Ладно, что, едем дальше на поиски угла теплого. Спокойный городок, мне нравится. Спокойный, людей немного, но уже время-то уже 10 час, уже 10 доходит. Китайцы спать рано ложатся. Теперь на маленькой передаче мне только ехать. Другие комбинации пробовал, что-то не. Надо, чтобы цепь вообще туго была натянута, чтоб не слетала. Так, я уже какой круг делаю по городу не знаю, я уже не помню, куда что заезжал. У меня такое состояние сейчас. 看这儿，来新都路万顿餐饮在斜对面。 В общем, у них здесь приколы такие, у них иностранцам вот в некоторых отелях нельзя ночевать. Говорит, олысы, говорит, не, мио. Рыбочки, может к вам в аквариум залезть, с вами поспать хоть. У вас вода там теплая, нет? Такие успокаивающие, так смотреть на них прикольно. Сейчас бы кота какого-нибудь сюда запустить в аквариум. Такие любопытные. Ладно, сойти. Кого нет? Что-то в палатке я сегодня не хочу ночевать. Сегодня такая же морозная ночь, как и вчера будет. Вчера я замерз. Все, на самом выезде из города нашел мотельчик. В общем, за 70 юань номер. Я уже торговаться не стал, мне уже как бы неудобно стало. Что-то и это. Если был номер. Так, у меня какой там? 206. О. Ух ты, нифига себе. Неплохо, неплохо. Сейчас вещи поднимать еще. Ну вот, день отдыха. День замечательного отдыха. Прям хорошо так. Постирался. Лежу, отдыхаю. Вон на вечер взял покушать. Экзотики. БПшки китайской. БПшки я вообще сколько в Китае был. В самом начале только ел. Я тогда еще видео не снимал. Ну вот. Когда только заехал. И вот сейчас, дай-ка, думаю, возьму. Это реально экзотика для меня. И вот какой-то за 4 юаня. Всего дешево. Какие-то консервированные. Какие-то бобы консервированные. В общем, посмотрю, открою вечерком. Надо экспериментировать с едой. Побольше попробовать пока в Китае. Потом я такого нигде не найду. Тут что, одно и то же все есть. Вот, отдыхаю. Нормально. Все, доброе утро. Отдохнул. Теперь в дорогу. С новыми силами. Как в дорогу. Сейчас, в общем, я решил поехать в веломагазин. Опять назад в город вернуться. Поехать в веломагазин XDS, который тогда был закрытый, о котором мне не сказал продавец Giant. Нехороший человек такой вот. Сейчас поеду, надо все-таки решить проблему с петухом, как жить мне без него. Так, шел, так вот.
Ну все. Вроде ничего не... Оп! Ничего не забыл. Спасибо этому дому. Поехали дальше. Коняшка мой стоит. Сейчас починимся скоро. Потерпи. Сейчас приходится со скоростью пешехода ехать на первой звезде. На вторую никак не встает. Встает, но короче не так. Не хватает чуть-чуть длины. Сейчас, надеюсь, в другом веломагазине будет петух. Каких-то 3 километра ехал минут 15, наверное. Так, сейчас надо на правильную улицу найти, на которой магазин находится. Ну тут город как бы новый, все это квадратное, по кварталам, четко. Такой городок приятный, не шебутной вообще. Сегодня суббота, конечно, еще. Ну, вот он нашел. По памяти нашел. О, Нихао. Да, мне нужен этот петух. Вот. Вот такой нужен. О, бегу. Йо, вон туда. Дай бог, что было. Алосы, Russia. Йо. To Russia. Going to home. О, такой, да? Сейчас. I don't know. Пошли посмотрим. Посмотрим. Сейчас. Оп. Так. Maybe. Давай затащим велик тогда. На, держи. Блин, первый не подошел, а. Там петухов у него много лежит. Не. Да. Так вот. 只能这样看行不行？ Блин, короче, не подходит у них. И один петух. Хоть новый велик покупай, я не знаю, что делать. Надо будет цепь удлинить сейчас. Что-то вроде передачу настроил, сейчас сингл. Выхода нет, только сингл спид делать. Либо новый велосипед покупать. Потому что я в Китае чувствую, вряд ли я петуха найду. Нифига, он тут включил российские песни. А что за песня? This is my friend.
For you friend? Yeah. Russian friend? No? No. This Ah, yeah. not man. This is my friend. And Love it Russian music, yeah? Yeah. Your friend. I love Russian. Katyusha. Катюша? Катюшу все знают в Китае, да. I like it very much. Что за песня вообще? Я такую сам не знаю, да, сам не слышал. Yeah, thank you. You're welcome. I love it. Little 1-2 Chinese music. Little. Сейчас. Блин, у меня на флешке. Я ему включу. You like Chinese music? Сейчас. Да, я. Сейчас. На Wi-Fi ел? Я... А, только от этого Wi-Fi? Ладно, что, поехал я на сингл-спиде. Чё? Yeah, no, I don't smoke. Ready? А? You can try Chinese No. cigarettes. Байша. Поеду так. I'm sorry, I can't. Да, no problem. It's my problem. I don't remember. Как петух-то назвать? Автан, по-чувашски. Я сейчас рядом пообедать заехал. Блин, вот этот парнишка, продавец вообще хороший. Сейчас, говорит, не надо, говорит, я, говорит, заплачу, типа, все дела. Ну, красава. Сейчас мянгчао поедим. Сейчас поедим и я поеду на трассу. Витаса в Китае очень любят. Старый сад золотой росой. Витасы вообще популярны в Китае. Я. Вот целый альбом. Wow. Мне не хочется жить иначе. Сейчас, дай-ка. Стою от земли. Мама. Из мада. Yeah. Давай послушаем, посидим. В общем, предлагает мне остаться здесь, переночевать, говорит, тут вот учитель из Германии есть. Говорит, типа у него можно в школе остаться. Я не знаю, надо ехать дальше. Что-то не хочу я. Время уже 3 часа-то. Пока туда-сюда с этим петухом разбирался. За спиной. Хочу вот такую сумочку приобрести. Я давно такую хотел, поясную сумку. Ее можно вот так вот на велик, короче, херануть. За 40 юань стоит. Просто, чтобы с вещами не мурыжиться, если, например, велик где-нибудь оставляешь, там паспорт туда засунуть, все дела, и куда-нибудь можно спокойно будет уйти. Велик оставить, где-нибудь расстегнуть. Я вот давно такую хотел, все, руки не доходили. Так вот спокойно здесь можно пристегнуть и на пояс. Оп. О, отличная вещь. О, тут змеев пускают, прикольно. Оп, уронил. Ух, сколько змеев. О,
Догнал меня, дружище. Very good. Yeah. I forgot this thing. Так здорово здесь за людьми наблюдать. Дети бегают, солнышко светит. Так классно. Некоторые змеи вообще высоко-высоко выше многоэтажки даже. You should take this to your friends in Russia. Ага. Вот. Ладно, сейчас, может, надо ехать. Все, доехал до трассы. Ехать вообще невозможно. Слетает цепь. Не то не сё натянуто просто. И мне приходится на первый ехать со скоростью пешехода. Тут вон выезд есть на хайвей. Там должен был толлгейт быть, но его еще не построили, а дорога есть. Так что перелазить даже не придется. Не, перелазить придется. Ветер, кстати, встречный, так что дорога все равно не пойдет, даже если было бы хорошо. Медленно бы передвигался. Нет, все, я не курю. Ты курю. Застопил машину сейчас. Вот, я не знаю, куда он едет, но куда-то недалеко. Я уж ладно, стопом давно не ездил. Для разнообразия тоже прикольно. А что педали крутить? Где мама? О, ага. Наньшаня на горизонте уже не видно почти. Маленькие отроги остались, так что все, я прощаюсь с Наньшанем уже точно. Впереди отроги, как уже рассказывал, Тяньшаня, возле Хами. Потом их пересеку и Монголия уже. А тут уже пустыня начинается конкретно. На заправку приехали, блин, у меня все лицо оказывается грязное, капец, как чушка, надо умыться. Где тут мусорка, блин? Так, где мусорка? Там водохранилище какое-то. Ого, там столько ветряков. Все, высадил меня. Он сейчас поворачивает налево на Гуанчжоу, а мне дальше. 300-400 где-то. Ну 100 километров сейчас проехали примерно. О, ладно, все, спасибо большое. Вот что здесь сложность автостопа. Здесь все фуры, они все упакованные. И они не эти, как его, не цистерны, как не контейнеры они, а просто вот
там ящики. О, телевизоры везет. Обалдеть. И они все упакованные, завязанные, что велосипед почти некуда положить. Вот, например, вот этот. Может, конечно, там, если тент открыть, есть место. Но они все такие не специфические, не как у нас, в общем. Тяжело стопить. Мало кто остановится. Либо вот такие фургончики небольшие, которые вот меня сейчас подвозил последний. Либо такие. Под мостом тут стою, от солнышка спрятался чутка. Что-то вообще голяк пока. Все нагруженные фуры едут только. Я посмотрел вообще на карту. Мне в принципе Хами не нужен. Мне можно, если ехать стопом, то мне до Урумчи вообще надо ехать тогда. От Урумчи ближе. Урумчи получается ближе дорога, которая идет наверх, чем от Хами. От Хами мне еще придется километров почти 200 ехать. Вот. Поэтому мне до Урумчи. А до Урумчи еще 1000 километров почти. Контейнер едет запечатанный. Ну, я уже, наверное, час простоял. Так выматывает это ожидание вообще. Нужных машин вообще нету. Все набитые, загруженные, замотанные едут. Пустых вообще даже не было. Ну, тут трасса уже голенькая сейчас пойдет. Сейчас уже там пустыня, прям можно сказать, настоящая будет, судя по карте. Вот эта дорога уже поворачивает так на север почти, северо-запад. Все дальше и дальше от предгорий. Вот это вот крайне, можно сказать, город такой большой здесь. И дальше до Хами, в принципе, там ничего уже не будет. И поэтому трасса глухая, соответственно. В общем, я устал стоять. Чуть-чуть проеду сейчас немножко. И на ночевку. Я уже смотрю на дырку в заборе. И надо мне ее найти до захода солнца, потому что потом в темноте фиг что найдешь. И придется ночевать прямо на обочине. Поэтому желательно мне сейчас дырку найти. Спокойно поставить палатку. Опа, я дверь нашел. Вуаля! Проходите, господа. Еду себе по полю, никого не трогаю. По каменному полю. Смотрю, тут бутылка. А может там джин? А? И он исполнит все мои желания? Значит, надо выпустить его. Выходи. Песок там. Ну-ка давай. Где джин? Джин, найди мне машину. Или не, лучше почини мне этот петух дай, самое сейчас главное, петуха дай. Кто не в велосипедной теме, наверное, не понимает, что за петуха вообще. Ой, только не бывает так. Нет джинов. Каждый сам для себя джин. Ну, вроде кружил по полю, искал место, где поставить. И вроде нашел место.
перекати поле. Оно еще живет пока. Простор. Простор. Ох, поставил свой дом на колесах. Сегодня тепло, теплый вечер. Сейчас показывают, если верить градуснику. Почти 20 градусов, где-то 19. Вообще тепло. Вчера только была холодная ночь. Это хорошо.